Северная Осетия в уходящем году уделила особое внимание культурной жизни республики. Благодаря кропотливой работе и энтузиазму неравнодушных людей год культуры в Осетии удался. С особым размахом республика отметила юбилей основоположника осетинской литературы Коста Хитагурова. В каждом уголке города слышались строчки известных произведений поэта. День рождения Коста отметили в родном селении Нар и в доме-музее великого поэта, где были представлены как предметы национального быта, так и уникальные экспонаты, сохранившиеся до наших дней. Музей со своей стороны сделал выставку уникальных и раритетных предметов, экспонатов, связанных с жизнью и творчеством Коста Ивановича Хитагурова. Сегодня, в этот юбилейный день, мы впервые экспонируем кинжал и пояс, который носил Коста, который он приобрел на личные заработанные средства. И, кстати, исторические хроники, фотоматериалы сохранили нам образ Коста именно с этим кинжалом и этим поясом. 2014 год запомнился и благодаря международному фестивалю в гостях у Ларисы Гергиевой, вновь собравшему в стенах музыкального театра талантливых артистов со всего мира. Не лишним будет отметить и тот факт, что мероприятие по масштабу превзошло все предыдущие. На осетинской сцене выступили звезды оперы и балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Латвии, Армении, Бурятии, Казахстана и Кореи. Очень много радостных моментов было во время всего фестиваля. Он набирает обороты, его масштаб растет, он становится очень известным не только у нас в стране, но и за рубежом, о нем пишут, говорят. Оркестр Булата Газданова, несмотря на все сложности и препятствия, получил в 2014 году новое помещение. Сегодня музыканты Народного государственного оркестра репетируют в центре Фарн. Национальному оркестру народных инструментов республики выделили просторное помещение с хорошей акустикой, а главное – долгожданным собственным рабочим местом. Мы работали там на радио 3 года без отопления. Представьте себе, всю зиму без отопления. А потом нас перебросили вон в костюмерный цех Дегорского театра. А сейчас у нас большой праздник. Есть разница, большая разница. И мы с удовольствием работаем. И я думаю, что вот этот коллектив всю жизнь будет носить народу очень приятные эмоции. Североосетинской кузнице самых одаренных и юных дирижеров тоже есть чем похвастать. Восходящая звезда, 14-летняя Дана Муриева, выступила с симфоническим оркестром Госфилармонии. За 6 лет обучения искусству дирижирования у опытного мастера Тамерлана Хастроева Дана, несмотря на свой юный возраст, уже достигла необычайных вершин. Ее дебют на большой сцене стал долгожданным событием для всех – педагогов, родственников и друзей. С сегодняшнего концерта, когда я вышла, я почувствовала то, что, как сказать, то, что я еще больше могу радовать людей такой прекрасной просто музыкой, и что смогу это сделать для людей и публики. Один из самых необычных фестивалей «Золотой клык», где главные герои животные, приехал из Москвы во Владикавказ. Программа 6-го кинофестиваля состояла не только из конкурсного показа художественных фильмов, телесериалов, музыкальных и рекламных роликов, где снимались животные, но и мастер-классов и творческих встреч. В течение 3 дней жители Осетии могли лично пообщаться с артистами этого удивительного фестиваля. Фестиваль, он вот сама по себе работа его заключается еще из встреч, которые у нас были. А мы встречались, мы ездили в детские дома, мы ездили в художественную школу, в театр, мы встречались со студентами города и так далее, и так далее. И, естественно, выезжали на радио, на телевидение и так далее, и так далее. И очень много показали нам из своего искусства сами осетины. Я, например, на открытии увидел ансамбль «Дети гор». Ну, это просто класс. Осетия в этом году принимала массу гостей, но в республике были другие, не менее значимые события. Кулинары со всей Северной Осетии боролись за звание лучшего в изготовлении осетинских пирогов. Второй международный фестиваль традиционных национальных пирогов превратился в настоящее шоу. За звание победителя боролись лучшие мастера из Северной и Южной Осетии. Я хочу людям показать, какая у нас кухня, какие у нас традиции, какие у нас пироги вкусные. Ну, это у нас наша кухня славится и по вкусу, и по обычаям, и
по красоте, поэтому я решила участвовать в этом конкурсе. Километровый стол был накрыт во Владикавказе этим летом. В грандиозном застолье в рамках съемок кинофильма «Горько» приняли участие 3218 человек. В соревнованиях участвовали 6 российских городов, но лишь Владикавказ попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это все мы делаем в рамках выхода фильма «Горько 2». Это приключенческая комедия. И эти кадры войдут у нас в фильм о фильме. Вот. Задача этого всего мероприятия показать всем, что мы все одна большая страна и все одновременно сидим за столом, несмотря ни на дождь, ни на холод, ни на жару, как сейчас в Краснодаре мне передают мои коллеги. Вот. Но пока и выбрать внутри уже, какой самый город является самым хлебосольным и у кого самый длинный стол. Весть об уникальности осетинской истории и традиций дошла и до столицы нашей страны. Фестиваль осетинской культуры «Фарн» собрал в Москве 12 тысяч гостей. Вкусные пироги, осетинское пиво, национальные костюмы, танцы, музыка, мастер-классы по приготовлению осетинских пирогов и других национальных блюд и многое другое. Впечатлила гостей костюмированная реконструкция жизни аланских племен, их быта и уклада, мастер-классы древних ремесел и творческие мастерские. Естественно, сегодняшнее мероприятие было невозможно без активного участия и поддержки мэрии Москвы, лично мэра города Сергея Семеновича Собянина. Поэтому от имени не только диаспоры и от главы республики, от всех жителей республики хочу сказать слова благодарности в адрес руководства города Москвы. Но это сегодня первое мероприятие, но мероприятие, по-моему, очень хорошее получилось и дает возможность москвичам узнать больше о жизни, быте одного из многочисленных народов нашей России. Осетинскую культуру достойно представили и за рубежом. В конце ноября прошлого года в Стамбуле состоялся фестиваль «Дни осетинской культуры» в Турции. Свое творчество и мастерство презентовали государственный ансамбль народного танца «Алан», Булат Газданов, Тасултан Мамсуров, Алан Албеков, Алла Хадикова, Аман Гаготи и многие другие звезды Осетии. Знаток национальной кухни Валерий Абиев представил нашим соотечественникам из Турции весь колорит осетинской кухни. Итоги года культуры подвели в Осетинском театре. На первом съезде работников культуры министр Фатима Хабалова объявила, что в новом году культурную сферу ожидает оптимизация, которая вполне может повлечь за собой сокращение. Также на съезде обсудили и новые проекты. У нас есть, конечно, какие-то резервы, безусловно. Они есть везде. Поэтому при внимательном изучении вообще вопроса выполнения функционала определенного и определенных работников можно пойти по пути и расширения фронта работ, допустим, что позволит тоже высвободить какие-то единицы. Ни в коем случае нельзя резать по-живому, ни в коем случае. Потому что это все живые люди. Уверяю вас, мало кто из них имеет какие-то другие источники для того, чтобы содержать себя и свои семьи. Поэтому мы подходим к этому очень осторожно. Но не делать этого нельзя. Мы не справимся тогда с выполнением указа президента России. 2015 год объявлен годом литературы и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. А это значит, что следующий год обещает удивить нас новыми, запоминающимися мероприятиями. Тома Валева, Мурат Гадиев, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. Thank you.